Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на новый 2023 год и узнаем, каким этот год будет для вас, что хорошее произойдет, что в жизни поменяется, какие предупреждения, наставления дадут вам высшие силы на новый год, на новый 2023 год. Загадайте, пожалуйста, на себя, спросите просто, что ждет меня, что мне по судьбе в новом 2023 году. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и ценную информацию. У вас очень много хороших знаков. Фу-фу-фу, дай Боже, чтобы все это у вас исполнилось. То, что я вижу своими глазами. Пусть все это исполнится. Год просто какой-то невероятный идет. Просто невероятный. Жизнь очень круто поменяется. Причем не так, как всегда, да, а вот именно в лучшую сторону. У вас вот что не человек, то ангел, что не человек, то ангел. Смотрите, какая у вас тут жар-птица сидит. Вы видите? Просто чудесная. Так, ну давайте по порядку, мои хорошие. В вашей жизни в 2023 году появится человек. Для кого-то это будет друг, подруга, да, приятель, но для кого-то это будет любимый человек. Вот, тот, кто по-настоящему искренне будет любить вас и будет готов на любые поступки и на любые жертвы ради вас. Понимаете? Вот тот человек, в ком вы так давно нуждались. Я вижу, что кто-то здесь в браке, но муж мужем, да, либо жена женой, а вот друга настоящего, искреннего, либо подруги никогда не было. А тут такой человек появится. А кто-то наоборот никак не мог устроить свою личную жизнь. И прям и высшие силы просил, и тут знакомства разные были, и не очень хороший опыт был. Вот теперь дают того, кто ваше отражение, того, кто ваша действительно половиночка, ваш истинный партнер по судьбе. Такого человека вам дадут. Смотрите, вот я забегаю наперед, да, вот говорю вам, здесь у меня в венце два человека друг друга за руки держат, и между ними огромный мост, такой прям, знаете, крепенький такой, прям так четко нам показали, мост будет, союз, понимаете, девочки, союз, мальчики, вот кто меня смотрит, на кого-то и свадьба будет в 2023 году. Смотрите, кто будет замуж выходить, может быть, вы уже планируете, либо вы как на партнера на своего смотрите и думаете, когда же он сделает мне предложение, в следующем году сделает. Свадьба будет просто какой-то невероятной. Вот мне идет как сказочная свадьба. Может быть очень шикарная, там, богато украшенная, с какими-то невероятными нарядами, с огромным количеством гостей. А у кого-то наоборот действительно будет как сказка. Вы и ваш партнер где-нибудь там в каком-то экзотическом месте будете бракосочетаться. Но очень счастливое событие идет, невероятно доброе и невероятно счастливое. Не переживайте. Вот кто переживает, состоится, не состоится, обязательно ваша свадьба состоится. И да, обязательно ваш партнер сделает вам предложение. А если смотрит меня мужчина, ваша женщина вам не откажет. И будет праздник. Праздник, будет сказка, будет счастье, будет любовь у вас. Так, еще. Кому-то суждено в следующем году дважды поменять работу. Именно дважды. Может быть, вы какой-то работой уже занимаетесь. Да? Например, вы работаете на предприятии, да, на производстве вы работаете.
Дважды вы вырастете в карьере. Сначала вы перейдете на более высокую должность, несколько месяцев поработаете. Ваши начальники просто будут в шоке от того, какой вы невероятно профессиональный сотрудник, и сделают вам еще одно предложение. То есть дважды человек растет, набирает свое портфолио, ну и, конечно же, увеличивает свою зарплату. Кто у меня занимается собственным делом, у кого есть собственный бизнес, большой, маленький, может быть, это просто работа фрилансера, у вас здесь что-то еще появится, помимо вашей основной работы, вы еще в двух направлениях начнете развиваться. Причем настолько успешно, что эти два новых направления станут более приоритетными. И, возможно, вы отойдете от того, чем занимались ранее. Я вижу большой успех, я вижу большие заработки и вижу просто какую-то колоссальную востребованность вас как специалиста. Главное, чтобы вы не слушали тех, кто вас критикует, и поменьше смотрели на неудачников. Да, вот у людей, у которых ничего не получилось. Вы же не знаете истинную причину, почему у человека не получилось. Таких причин может быть 1001. Понимаете, все сугубо индивидуально. У них не получилось, а вот у вас точно получится. Да, верьте в себя. Вот следующий год это именно как звездный час у вас идет, смотрите, и по любви, по отношениям, и по деньгам. Здесь никаких преград нету. Здесь какая-то сплошная помощь, открытая дорога и много-много перспектив и возможностей. Даже если вы пойдете куда-то не туда, вы все равно будете в выигрыше. Понимаете, вот насколько все прекрасно у вас вышло. Если вы, например, не работаете, вы, например, на пенсии и не очень заинтересованы в каком-то виде деятельности, здесь какая-то общественная работа идет, общественная нагрузка. Это не в тяготу, а именно вот как по зову души. Вы будете присоединяться к каким-то общинам, группам, возможно, даже возглавлять какие-то группы людей. Поверьте, вам некогда будет скучать. Вот что мне очень нравится, что вы забудете про какие-то свои недомогания, какие-то состояния, нестояния. Да? Наоборот, настолько жизнь забурлит, закипит. Вот это ваша активность, желание помочь, поделиться своими знаниями, ваша востребованность. Ой, у вас такой идет порыв, какого еще и в молодые годы у вас не было. Понимаете? Просто замечательная ситуация. Так, еще я вижу, что кому-то прям суждено реализовать свою мечту. Но мечта связана с каким-то видом деятельности. Может быть, бизнес, может быть, вы хотели открыть, не знаю, там кафе вы хотели открыть. Может быть, вы хотели работать на земле. Да, вот какой-то вид деятельности. Вы хотели, вы долго об этом думали, к этому долго шли, возможно, даже делали какие-то попытки в прошлом, да, но не очень успешные. А вот именно 23-й год подарит вам все ключи, все возможные и невозможные ключи. Смотрите, здесь все будет складываться под вас и для вас, а также будут появляться очень своевременно будут появляться очень важные и нужные люди, которые будут вас продвигать, помогать, подсказывать, указывать. Прекрасное время. Еще раз, тьфу-тьфу-тьфу, да? Пусть так и сбудется. Деньги аж просятся, понимаете, пищат и просятся к вам в руки, к вам в карманы. Так, еще, девчоночки, вот к вам обращаюсь. Смотрите, муж. Я так понимаю, что вы замужем, вы работаете, вы активная, самостоятельная. Я бы даже сказала, что, может быть, и самолично содержите семью. А вот муж, такой. Диван, телевизор. И все время плачется, что не может устроиться на работу, что там не берут, не платят, обманывают, да, там, рассказывает вам всякие грустные истории. Я вижу, что где-то вот весна, начало лета, он блеснет, на такую работу хорошую устроится. Прям смотрите, как обеспечивать вас станет. У вас будет больше свободного времени, девочки. Вот, он за голову возьмется. Страх вас потерять. Я вижу, что вы очень устали. Между вами в последнее время очень много ссор из-за того, что он ничего не делает, да, просто проживает свою жизнь
и вам как не помогает особо, и ничего не зарабатывает, вот покажет, он себя покажет, он себя проявит. Хорошая работа идет, очень хорошая. Здесь даже не деньги важны, а то, что он при деле, то, что он чем-то занимается, как-то вот активно живет. Вы будете очень рады за него. И вот эти все мысли, там развод, разойтись, они вас покинут. Покинут раз и навсегда. Вот так, мои хорошие. Так, 2023 год кому-то подарит лялечку. Ну, кто-то забеременеет, а кто-то успеет и забеременеть, и родить, мои милые. Хороший ребеночек родится, очень хороший, красивенький, здоровенький, тьфу-тьфу-тьфу, на радость маме и папе. Девочки, кто состоял в любовной связи, неоформленной, ребеночек это брак. Как только вы забеременеете, мужчина сразу же, знаете, вот откажется от всех своих там вольных мыслей и прям будет очень настойчиво предлагать вам брак. Вы не думаете, что он делает это по обязательству. Нет, он вас любит. Просто, он как мальчишка был, да. Пока вы не беременели, он не понимал всю ответственность, да. Он, может быть, боялся брака. И это стимул. Ребеночек — это стимул. Высшие силы посылают этот стимул для вашего мужчины. Видите, вот вы в домике вместе ждете ребеночка. Очень счастливый, очень замечательная картинка. Да, кстати, кому-то в домик вернется ваш ребенок, либо ваши дети. Возможно, вы не живете вместе, раздельно. Может быть, дети где-то учатся, либо проживают там в другом городе, в другой стране. В следующем году вы будете вместе. Либо постоянно дети будут приезжать, либо уже вернуться на постоянно. А может быть, вы на постоянное место жительства переедете к своим детям. Очень хорошая пора у вас начинается, потому что вы рядом со своими близкими, с теми, кого вы очень и очень любите. Для других же отыграется как покупка собственного жилья, покупка, приобретение, возможно, строительство закончится, может быть, вы несколько лет подряд строили, там старались, вот никак там денег не хватало, не получалось. А вот именно 23-й год вас порадует тем, что у вас появляется новый, красивый, просторный дом, да, либо квартира, место, где вы живете и очень себя прекрасно чувствуете. Так, какие-то очень важные документы кто-то из вас получит в 2023 году. Не могу сказать конкретно, что это за документы, но мне почему-то идет как, может быть, паспорт, может быть, гражданство, вид на жительство. Это то, что позволяет вам чувствовать себя полноценным человеком, обладающим правами и не чужаком, да? Знаете, как говорят, на волосиночке висишь. Нет, у вас здесь вот стабильность идет. Вы получаете какой-то документ и прям успокаиваетесь, говорите: все, теперь у меня все хорошо. Очень важный документ. Так, еще вернется какой-то человек в вашу жизнь, причем здесь какая-то ситуация очень нервная была связана с этим человеком. Может, как-то нехорошо уходил, может быть, как-то его даже забрали от вас нехорошим образом. Это была боль и травма вашей жизни. Вот, человек вернется. Вернется, смотрите, у кого-то вернется, может быть, не совсем здоровенький, либо нужна будет помощь по восстановлению здоровья этого человека. Но это все не важно. Важно, что человек действительно вернется. Вот что важно. Так. Смотрите, идет вам помощь. Идет вам помощь, поддержка от какого-то высокопоставленного человека, человека, наделенного возможностями, властью, какими-то силами, возможно, даже, да. Человек вам будет помогать. Пусть не во всем и не всегда, но вот какие-то самые сложные моменты вы всегда сможете обратиться, либо человек сам даже будет предлагать свою помощь и будет помогать. Как даже покровительство, получается, у вас будет от очень серьезного человека. А вообще у вас год, смотрите, по вот этой чаше он идет наполненный. Наполненный такой, знаете, веселый, активный, какие-то новые места, события, люди, встречи. Вот живете как полноценно, полноценно. Я не могу понять, что мешало вам раньше так жить, песочек этого не показал. Но здесь
идет четкое указание на полноценной жизни. Жизнь во всех красках, без каких-то страхов, ограничений, блоков, перепон. Наоборот, вот наполненная жизнь у вас вышла. Так, теперь давайте по предупреждениям пойдем. Здесь у меня человек с луком в левую сторону смотрит. Это очень серьезное предупреждение. Конечно, я со своей стороны после отсыпки закрою то, что мне не понравилось. Но, тем не менее, я должна вам рассказать. Это человек с оружием. У человека есть оружие. Не могу сказать, что специально, конкретно к вам человек захочет применить этот лук, да, это оружие. Может быть, какая-то случайность. Случайно, да, случайная. Даже не хочется об этом говорить, да, чтобы там не накаркать лишний раз. Ну, допустим, там пьяные дерутся, вы мимо проходите, у человека там, да, там отлетел, полетел и на вас налетел, травмировал вас. Либо вы оказались в такой среде, где люди там, ну, что-то нехорошее делают, да, могут вас случайно задеть. Ну, война, опять же таки, понимаете. Я говорю прям неприятно и страшно. Вы простите меня, пожалуйста, но я должна вас предупредить. Будьте максимально аккуратны, не лезьте на рожон, и все опасные моменты в своей жизни, вот вы чувствуете, будет опасность, интуиция подсказывает, либо вам кто-то говорит, что там опасно, туда не ходи, обойди, да? Вы прислушивайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, и берегите себя, своих детей, строго-настрого приказывайте, не ходить в темное время суток, не связываться там с пьяными, с наркоманами, с дураками. Понимаете, вот это важно соблюдать, потому что здесь какая-то случайная ситуация. Именно случайная, понимаете, по неосторожности, по действительно там пьяной лавочке могут быть какие-то неприятности. Но этого можно избежать, если доверять своей интуиции и соблюдать правила безопасности. Вот такой момент. Дальше, мои хорошие. Вот эта прекрасная птица, она ваша. Это ваша мечта, это ваше желание, это ваше все, да, вот порыв вашей души. Но какой-то человек, видите, держит ее за хвост. Он не позволяет ей влететь в вашу жизнь и вас порадовать. То, что вам предписано по судьбе, вы не получаете из-за какого-то человека. И этот человек, он не первый день вашей жизни, не первый день, не первый год даже, да, эта ситуация, она есть. Вы этого человека хорошо знаете. Вы позволяете этому человеку из вашей жизни воровать, либо потреблять вашу жизнь, вас потреблять. Понимаете, здесь нужно будет принять очень важное решение для себя. Не побояться и, возможно, первый раз в жизни сбросить с себя ярмо. Ярмо, которое мешает, которое не позволяет ни развиваться, ни действовать, ни получать то, чего вы достойны. Это очень непросто. Возможно, это человек, ваш близкий человек. Возможно, это ваш партнер, который долгие годы не только не помогал, но и всячески вредил вам. Если вы примете то самое правильное решение, хотя я вижу, что вам очень страшно поменять что-то в жизни, я не могу за это вас не осуждать, не заставлять. Нет, я не имею права. Я все прекрасно понимаю. Вы боитесь остаться одна. Вы боитесь, может быть, даже какого-то осуждения, либо вы боитесь мести со стороны этого человека. Но поверьте, как только вы примете решение, и как только вы станете на этот путь, этот человек ничего вам сделать не сможет. Ваша жизнь на 180 градусов развернется. Мои хорошие, все в ваших руках. Смотрите, у вас появится тот, кто будет вас поддерживать. Воспользуйтесь этим моментом. Избавьтесь от этого ярма. Вам нужно жить, не проживать, не выживать, не приспосабливаться, а именно полноценно жить. Вот. Рубите, мои хорошие, вот эти путы рубите, освобождайтесь. И вот эта птица, она всегда будет с вами, будет помогать, поддерживать, дарить вам счастье. Наконец-таки от жизни будете получать то, что вам предписано. Ведь эта птица удачи. Поверьте, пришло время, пришло. Хватит терпеть.
Ни к чему хорошему ваше терпение вас не приведет. Еще раз говорю, у вас будет поддержка. Идет новый серьезный друг, покровитель, возможно, даже возлюбленный, да, который поможет, поддержит, защитит. Вот. Но решение ваше, крайнее решение, оно ваше. Так, идем дальше. Здесь вас предупреждают о каких-то родственниках. Родственники. Ну, здесь не очень хорошие отношения у вас были с этими родственниками. Может быть, не так часто общались, может быть, даже в каких-то контрах вы были с этими людьми. В 2023 году они пойдут на сближение. Причины банальны. Люди стареют, люди думают о душе. Есть как желание искупиться в своих грехах. Ну, понимают, что они неправильно поступали, возможно, обижали вас, возможно, даже были причиной для каких-то нехороших ситуаций. Это могут быть как родственники ваших там бывших, ваши какие-то дальние родственники. Вот, идут на сближение. С одной стороны, это похвально, замечательно, но они вышли в левой стороне. А это значит, что есть какой-то тайный умысел у этих людей. В принципе, картинка внешне выглядит замечательно, да, там дружба, любовь, родственные связи, но есть какой-то подвох. Подвох, что-то спрятано, что-то скрыто. Смотрите, они дают вам малое, вот она вы, а вот они, да, они дают вам малое, при этом нечто большое они у вас забирают. Вот. Не позволяйте себя обмануть. И если вы чувствуете, что эти люди не искренни, а ваша интуиция вам точно про это скажет, укажет, то делайте соответствующие выводы, и, возможно, таким людям стоит отказать. Не бойтесь, что вас кто-то будет осуждать, не бойтесь, что вы поступаете неправильно. Доверяйте себе, своей интуиции, и не идите на поводу вы у добрых слов. Язык, он без костей, можно говорить что угодно. Да? Главное не слова, а все-таки поступки и действия. Я от этих людей не вижу искренности. Я вижу тут какой-то тайный умысел. Я вас предупредила, но вы уж поступайте сами, как считаете нужным. Так, мои хорошие, давайте будем заканчивать. Я еще буду делать отсыпочки на Новый год, на 2023 год, потому что в одной отсыпке очень трудно охватить все. Мы будем просматривать по работе, по здоровью, по отношениям. Приглашаю вас всех на мои новые отсыпки. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.